Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в библиотеке Ободзинского района имени Керима Леонидовича Махце. И это не случайно, а даже символично, потому что сегодня мы предполагаем начать цикл бесед о жизни и творчестве известного ободзинского поэта Керима Махце. Известному немецкому поэту и романисту Йоганну Гёте принадлежит высказывание о том, что если хочешь понять поэта, нужно отправиться в его область. Ну и в качестве такой отправной точки вступления сегодня я предлагаю начать разговор о том, как сложилась человеческая судьба Керима Леонидовича. Ну и начнем, наверное, с того, с чего начинают обычно всякую биографию. С установления места и даты рождения поэта. Керим родился в ауле Новокувенск 5 мая 1949 года. Ровно через 4 года, как закончилась Великая Отечественная война. И этот факт говорит о том, что время было тяжелое, потому что половина страны лежала в разрухе. Не хватало элементарных предметов быта, обихода, не хватало промышленных товаров, не хватало продуктов питания. И это, естественно, сказалось на детстве Керима. Его ситуация, его положение осложнялось еще и тем, что ему было всего несколько месяцев, когда родители разошлись, и мама Александра с 4-месячным ребенком вернулась к своей маме, в дом своей матери, где и прошли годы детства Керима. Еще один момент. К сожалению, отец впоследствии не принимал какого-либо участия в воспитании сына. И потому, когда Керим пошел в школу, а затем, когда он получал паспорт, он настоял на том, чтобы у него была фамилия матери, не отца. Поэтому он и вошел в ободзинскую литературу и в литературу вообще, как Махце Керим Леонидович, по фамилии своей матери. Но сейчас, возвращаясь к периоду его детства, мне хотелось остановиться на некоторых моментах. В школу он пошел с 7 лет, и причем пошел не в 1 класс, а в 0. Тогда эта система 0 класса работала. Учился прилежно, хорошо. И здесь сказывалась какая-то природная его аккуратность, дисциплинированность. За ним никто специально не следил, не заставлял готовить домашнее задание. Он сам своевременно садился, занимался, работал. И благодаря вот этой внутренней самодисциплинированности предметы ему давались не столь тяжело. И начальную школу он окончил отличником. В детстве в его жизни большую роль сыграли 2 бабушки – Канитат и Шайдат. В их обществе он проводил много времени, любил слушать их сказки и различные истории из их жизни. Кто его помнит, а я встречался со многими людьми, которые знали близко Керима Леонидовича, они его вспоминают тихим, скромным и застенчивым. И нужно сказать, что вот эти черты Керим сохранил и во все последующие годы своей жизни. Но ребенок есть ребенок. Он бывал и на улице, игрался со своими друзьями, сверстниками. И при всей сдержанности, скромности Абдул Шинкау, двоюродный брат его, вспоминал, что когда нужно было постоять за себя, он становился цепким и мог свалить обидчика на землю при необходимости. Помимо того,
э, да, обнаружилась с детства его любовь к уединению. Это происходило нечасто, но все-таки замечалось родными. И вот уединяться он любил чаще все-таки, чем его сверстники. Любил читать уже в то время. Не так, чтобы с головой уходил в чтение, но опять же, по сравнению с другими сверстниками, было заметно, что он читает больше остальных. Любил. Вот с детства пристрастился к рыбной ловле. И опять же, благодаря его терпению, он уединялся и, как правило, был удачлив. Как правило, он никогда без добычи с речки, будь то Чаблянапок, будь то Инжич, он не возвращался. Но опять же, по свидетельству того же Абдулла Шенкао, то, что он приносил, ему жарили, подавали, ставили на стол. Но потом он мало прикасался к этой еде. Ел одну рыбку, другую, но все оставалось на столе большей частью. Хочу остановиться на одном эпизоде из воспоминаний Марьяны Шенкао. Двоюродная сестра Керима, и они жили рядом, часто встречались, часто виделись. И вот что она вспоминала. В детстве мы были очень привязаны друг к другу. 2 года каждое утро мы вместе ходили в школу, и он все это время таскал мой портфель. Однажды зимой выпал большой снег, намело сугробы, и я провалился в один из них. Керим бегал вокруг и приговаривал: «Не бойся, я тебя не брошу, я тебя спасу». Вот мне кажется, для Керима этот эпизод очень показательный и характерный. И вот удивительно, что сама Марьяна не помнит, кто ее в результате вытащил из этого сугроба. То ли Керим, то ли кто-то другой из взрослых. Но она на всю жизнь запомнила, что вот в такую минуту Керим ее не бросил, не испугался, не ушел, а находился рядом и подбадривал. И этот эпизод, мне кажется, характерным и показательным для Керима в том плане, что вот здесь проявилось его, ну как бы это высокопарно не звучало по отношению к ребенку, рыцарское начало, благородное отношение к женщине, к слабому полу вообще. И это тоже в последующие годы стало одной из примечательных сторон личности Керима Махце. Нужно сказать еще об одной детали. Вот с детства Керим пристрастился к рисованию. И здесь нужно сказать о том, что, наверное, это ему генетически передалось от отца. Его отец, по воспоминаниям родных и близких, очень хорошо рисовал. И Кериму, вероятно, вот это передалось от природы. Сам Керим в одной из публикаций говорил: «С тех пор, как помню себя и научился держать в руках карандаш, любил рисовать. Художником станет», — говорили взрослые, поглаживая меня по голове. И с верой в такое свое предназначение протекло достаточно много времени. Но потом меня перестали удовлетворять цветные карандаши и краски. Дерево возле наших ворот, кричащий на нашей ограде петух, небо над нашим аулом, поднимающееся ежедневно над большой горой солнце за Инжичем, в моих рисунках выглядели бледнее, чем в жизни. Как я ни старался, но не мог передать речные перекаты их гудящий шум. И впоследствии жизнь распорядилась в пользу поэзии, как мы знаем. И Керим, вот это увлечение словом, увлечение поэзией, он испытал тоже в детстве. И вот этот самый первый наплыв поэтический сам Керим тоже зафиксировал в одной из своих публикаций. Цитирую. «Однажды в дождливый день, глядя в окно, под наплывом непонятных чувств я заплакал. Помню, что в тот день я взял ручку и записал какие-то слова в виде стиха. В то время я учился в 3 классе. Через 2 года я уже не мог жить без того, чтобы не писать стихи». Вот это тоже характерно для Керима, для его тонкой душевной организации заплакать без видимых причин, когда его никто не обижал. А вот мысли, его настроение, его вот нежность
вот эта расположенность, чувственная расположенность к миру, вот таким образом давала о себе знать. Под наплывом непонятных ему самому чувств его рука потянулась к ручке, и он записал первое свое стихотворение, какие-то слова, по его воспоминаниям, в виде стихотворных строк. И как по его утверждению, через 2 года, это значит с 5 класса, он уже не мог жить без того, чтобы не писать стихи. Дядя его впоследствии, после окончания начальной школы, его перевели в Черкесск, в школу-интернат. И там продолжилось его обучение, и там продолжилось его увлечение стихами. И вот здесь мне хотелось бы показать вам мир его увлечений. Пел в школьном хоре. Для ребят обычно не характерно, да? Но он пел в школьном хоре. Помимо того, принимал деятельное участие в художественной самодеятельности, причем с чтением своих собственных стихов. Это тоже показательно. Являлся членом редколлегии школьной стенной газеты. Занимался волейболом. В старших классах уже являлся членом сборной команды школы по баскетболу. Обращаю внимание, и волейболом занимался, и баскетболом занимался. Помимо того, увлекался боксом, увлекался фотоделом, записался в школьный духовой оркестр с 5 класса и по 10 класс, принимал участие во всех мероприятиях и школы, и города. И знающие люди говорят о том, что участие в духовом оркестре сослужило для Керима очень хорошую службу, когда он стал уже писать стихи для абазинской эстрады. Вот знание музыкальных нот, вот эта начальная музыкальная грамота позволила ему писать стихи под ритм музыкальных произведений, которые ему предлагал Владимир Чекатуев. Да, ну и, конечно же, не переставал писать стихи. Как я сказал, участвуя в смотрах художественной самодеятельности с чтением собственных стихотворений, вся школа знала о том, что Керим пишет стихи. Знали и родные его. И вот однажды дядя его, младший брат мамы Александры, Муса, взял его за руку и отвел к тогда молодому и талантливому поэту Микаэлю Чекатуеву, который недавно окончил литературный институт. Муса привел его к нему и говорит: вот он что-то пишет, но я не понимаю. Вот если у тебя будет время, посмотри, пожалуйста, стоит ему дальше этим заниматься или нет. И нужно сказать, что Микаэль Хаджиевич принял участие в судьбе Керима. И дружба между ними продолжалась долго. Совсем недавно, изучая архив Микаэля Хаджиевича, я обнаружил 12 писем Керима, которые он написал своему старшему собрату, когда он находился в армии, и потом, когда учился в литературном институте, и обращался к нему как к учителю и старшему брату. Письма он начинал вот с этих слов, как правило. А тогда Керим впервые видел настоящего живого поэта, и от волнения он весь покрылся испариной. Об этом он сам мне признавался. И выходя из кабинета, опять же, по утверждению самого Керима, он был уже совершенно другим человеком, уверенным в том, что необходимо писать стихи, не останавливаться. И прошло немного времени, и первое стихотворение Керима увидело свет на страницах абазинской газеты «Коммунизм Алашара». Это состоялось 9 мая 1963 года. И хотя в этом стихотворении была заметна редакторская рука,
Микаэль Чикатоев, прежде чем опубликовать это стихотворение, немного подработал. И естественно, что Керим это осознавал, но тем не менее, сам факт публикации в газете написанных им слов и строк подействовал на него до такой степени воодушевляюще, что он с головой ушел в поэзию, в самом буквальном смысле. И он увлекся, и это дело его увлекло до такой степени, что бывало, что в день он писал по 4, по 5 стихотворений. Что при этом важно? Не только вот сам факт, как он воспринимал поэзию, как он отдавался переполнявшим его чувствами, как он их изливал в своих стихотворных произведениях. Отношение старших поэтов и писателей. Опять же, здесь сошлюсь на воспоминания самого Керима. Я был тогда еще подростком и успел опубликовать в газете только 1-2 стихотворения, когда группа абазинских писателей, собравшихся в Карапагу для встречи с читателями, на маленьком автобусе подъехала к интернату и взяла меня с собой. Вы можете себе представить? Старшие дяди, писатели, опытные уже, едут на встречу с читателем, и они приехали специально в интернат на автобусе, чтобы взять с собой вот этого маленького начинающего стихотворца. Помимо того, Хамид Даутович Жиров, который возглавлял тогда абазинскую литературную секцию, приглашал Керима на заседание литературной секции. Я думаю, это очень важно. Это и очень показательно. Вот это отношение старших писателей к подростку, стихотворцу, оно как бы обязывало, оно формировало душу, личность будущего поэта. И это его вовлекало в национальный литературный процесс, уже подростком. Говоря о детстве и интернатском периоде Керима Мхце, нельзя обойти молчанием одну личность, которая сыграла в его судьбе, формировавшейся тогда, огромную роль. Это учительница русского языка и литературы Керима Анна Феофрастовна Цимиданова. Я хотел бы здесь привести мнение Тамары Кишмаховой, одноклассницы Керима, и ее впечатление об этой учительнице вообще. Цитирую. «Это был удивительный человек и учитель. Керима она любила как сына. Это она сумела разбудить в его юной душе Творца, художника слова. Это она распахнула настежь окна в волшебную страну поэзии, привила художественный вкус. Это она научила нас вдумчиво читать, поражаться силе, мощи, красоте языка, научила сочувствовать и сопереживать ближнему. Во все то, чего достиг Керим в жизни, Анна Феофрастовна вложила немало. И сегодня можно в пояс поклониться этой женщине за то, что она способствовала не только увлечению, но продолжению вот этого увлечения Керима абазинским словом, абазинской поэзией. И здесь можно сказать, что тогда в интернат приходило много известных по всей стране людей. Были и космонавты, и летчики, и поэты, и писатели. И среди них был и Расул Гамзатов. Он навещал интернат в Черкесске неоднократно. И Анна Феофрастовна однажды представила ему Керима. Да, Керим выступил со своими стихами во время встречи с Расулом Гамзатовым. И по воспоминаниям людей, бывших на этой встрече, тогда Расул Гамзатов сказал, что он завидует Кериму, потому что Расул не сможет стать Керимом, а Керим может стать вторым Расулом. И тогда
известный на всю страну поэт подарил Кериму большую ручку в память о нем. Далее, о чем нужно сказать. Я думаю, что факт, заслуживающий внимания. В 1967 году, перед окончанием школы-интерната в Черкесске, из Москвы, из центрального телевидения, приехала группа, чтобы снять фильм об учащихся и учителях школы-интерната. Съемки состоялись в 1967 году. Фильм вышел на экраны в следующем, 1968 году. Но почему я об этом вспомнил? Потому что центральной фигурой, которая проходит через весь этот фильм и объединяет разрозненные куски и фрагменты этого фильма в единое целое, был никто иной, как Керим Мхце. В облака вплетаются тропинки, солнце гладит мир по голове. Я пером макаю блеск росинки и стихи пишу на синеве. День счастливый, в гости к нам идущий, птичий гомон на руках неся, ты ворвешься в дом ко всем живущим и вольешь им новый свет в глаза. И тебе протянут горцы чашу, что с краями добрых дел полна. Ты тогда узнаешь щедрость нашу, как во все былые времена. И фильм открывается его образом молодого человека, скачущего на коне, а его стихи на русском языке, которые он сочинял тогда, пронизывали весь фильм от начала и до конца. Вот такой примечательный факт. И летом 1967 года Керим окончил интернат. И тогда уже он был уверен, что главным институтом, куда он хочет поступить, является никакой другой, кроме литературного института в Москве. Литературный институт был очень престижным, одним из главных вузов страны. И туда на одно место конкурс доходил до 200 человек. Ну и представьте, что какой-то мальчишка из провинции сможет приехать и поступить в литературный институт, это было немыслимо. При том, чтобы поступить в литературный институт, необходимо было иметь рабочий стаж или за спиной должны были быть годы службы в советской армии. И поэтому после окончания школы Керим несколько месяцев проработал объездчиком на колхозных полях Новокувинска. А потом еще несколько месяцев он работал в Черкесске прессовщиком на заводе резиновых технических изделий. И уже в следующем году, в мае 1968 года, его призвали в советскую армию. И здесь еще один знаменательный эпизод в творческой биографии Керима Мхце. 6 июня
1967 года, вот это год окончания интерната, на заседании Ободзинской литературной секции состоялось обсуждение первого сборника стихотворений Керима Мхце «Моя березка». И эта книга была единодушно рекомендована ободзинскими поэтами и писателями к изданию. И вот издание состоялось через год, весной, летом 1968 года, когда Керим был призван в армию. Он проходил курс молодого бойца, когда бандеролью ему ободзинские писатели выслали по месту его службы его книгу. И когда он открыл и увидел свой сборник, и когда окружающие его бойцы увидели, что вот их сослуживец является поэтом, но это удивило очень многих и вызвало уважение к этому парню, к этому солдату. И нужно сказать, вот возвращаясь уже к армейскому периоду его жизни, что армию, 2 года, которые он там провел, он провел с честью. И опять же, здесь можно воспроизвести то, чем он занимался, то, чем он являлся в это время. В первую очередь, он принимал участие в духовом оркестре воинской части. Но традиция вот школьного духового оркестра таким образом продолжилась и в армии. Он являлся редактором боевого листка, стал секретарем комсомольской организации роты. Помимо того, был включен в комитет комсомола воинской части вообще. Он вернулся сержантом. И самое главное, самый большой показатель его отношения к службе в армии говорит тот факт, что в апреле 1970 года он был награжден медалью за воинскую доблесть. Здесь я хочу выделить и подчеркнуть: награждение солдата срочной службы медалью – это не рядовой случай, а исключительный. И Керим оказался достоин вот этой медали. Такие факты не случайны. Они говорят сами за себя и за обладателя этой награды. Нужно сказать, что армейская жизнь, в общем-то, не располагала к творчеству. Там не бывает времени такого свободного, когда ты мог бы сосредоточиться, углубиться вот в себя и написать что-то. Дай Бог, чтобы выпадало время, чтобы написать письма родным. И тем не менее, это нужно было быть Керимом, находить время для творчества. Он писал и в армии. И за армейский период у него набралось достаточно стихотворений, чтобы уже к 1971 году, я немножко опережаю сейчас, но хочу закончить вот этот сюжет, связанный с изданием второй его книги. В 1971 году вышел второй сборник его стихотворений под названием «Дороги и звезды». И туда вошли в основном стихотворения, написанные в армейский период. Ну и здесь один момент, который можно выделить. Кериму повезло в том, что службу в армии он проходил в Москве. И он знал, что здесь неподалеку от части находится тот самый литературный институт, который являлся главной мечтой его жизни. И вот под конец службы, весной 1970 года, он ушел в увольнительную, посетил приемную комиссию литературного института и сдал подсрочники своих стихотворений в приемную комиссию на творческий конкурс. И, как выяснилось потом, творческий конкурс он прошел успешно. Потом он прошел экзаменационные испытания, выдержал их
и был зачислен студентом первого курса литературного института. И сложилось так, что и окончание срока службы, и поступление в литературный институт совпали. Это была, конечно же, очень большая удача для Керима Мхце. И вот на этой эмоциональной волне он вернулся домой после армии, провел лето в родном ауле в Новокувинске, а в конце августа он вернулся в Москву, но уже в качестве студента литературного института. Он попал на поэтический семинар Александра Алексеевича Михайлова. Михайлов был известным специалистом по творчеству Владимира Владимировича Маяковского. У него было несколько крупных монографий о нем. А вот как педагог и как мастер он был высокого класса. Керим говорил о нем, что Александр Алексеевич был человеком большой культуры. Семинары его были удивительны. Он очень много дал мне. Он как из пластилина вылепил из меня то, что я сейчас собой представляю. Вот античную литературу в литературном институте преподавала профессор Таха Годи. Это такая фамилия у нее. Зарубежную литературу 17-18 веков профессор Артамонов. Чем выделялись вот эти два преподавателя? Тем, что они были глубочайшие профессионалы своего дела. И Таха Годи, и Артамонов являлись авторами учебников по литературе для вузов, по филологическим специальностям для всей страны. Но это говорит само за себя, кто преподавал Кериму и его сокурсникам эти дисциплины. Очень большое впечатление на молодого Керима оказала преподавательница Дынник. Она специализировалась на провансальской лирике. И на лекциях она сначала читала стихи на французском языке, а потом читала собственные переводы этих же стихотворений. Молодого студента Керима это не просто впечатляло, а восхищало. Большое значение для Керима имела и та демократическая атмосфера, которая царила в литературном институте. И здесь я снова хочу обратиться к его воспоминаниям. Цитирую. «Сопоставлять интеллектуальный и культурный уровень преподавателей с нашим смешно. Между нами была огромная разница. И при этом они обращались к нам как к равным, уважительно, как бы советуясь. Для меня это имело большое значение, и потому я признателен им душой и сердцем до конца своих дней». После второго курса Александр Алексеевич Михайлов, руководитель поэтического семинара, оставил отзыв о своем студенте Кериме. Вот что он писал. «Серьезный студент, кажется, даже несколько замкнутый в себе. Редко выступает на семинарских занятиях, только по поручению. По сравнению с прошлым годом заметно некоторые движения по преодолению традиционности, локальности, образной и тематической ограниченности. Шаги в этом направлении сделаны еще робкие, но обдуманные». Вот, для меня являлось любопытным тот факт, что на третьем курсе в качестве курсовой работы Керим взял тему по абазинской литературе, а именно творчество Микаэля Чикатуева. И преподаватель Галанов тоже оставил отзыв об этой работе студента Керима Мхце. Цитирую. «Это очень добросовестная и искренняя работа, содержащая немало серьезной информации относительно проблем, какие стоят перед абазинской литературой. Керим Мхце откровенно пишет о своих тревогах насчет судеб родного языка и судеб своей литературы, которая возникла лишь в советское время и которой, как он пишет, надо совершить почти невероятное, за кратчайший срок догнать литературу других народов». Обратите внимание, о чем думал, что предполагал и на что нацеливался молодой студент, третьекурсник литературного института.
чтобы его национальная литература, родившаяся в 1932 году, догнала развитые литературы мира. И забегая вперед, давайте скажем, что в этом он преуспел немало. Хочу показать на конкретных примерах вот то, что Керим получил от литературного института. За 4 года обучения он освоил 45 предметов. Из них зарубежную литературу они освоили с античности, то есть с древнегреческой, римской литературы до современности. Они прошли изучение всей русской литературы, начиная от фольклора и заканчивая советской литературой второй половины XX века. Важное значение имели такие теоретические курсы, как «Введение в литературоведение», «Теория и практика стихосложения», «Драмы», «Художественной прозы», «Перевода». В программе прочное место занимали языковедческие курсы: «История русского литературного языка», «Введение в языкознание», «Современный русский язык», «Практическая стилистика», «Теория и практика редактирования». Ну, представьте, какое богатство и какие знания давал литературный институт. Естественно, для тех, кто серьезно относился к обучению. А Керим был как раз таким студентом. Большую роль в расширении культурного кругозора играли также дисциплины по основам музыкального, изобразительного, театрального искусства, кинодраматургии и киноискусства. Как видим, изучаемые предметы охватывали широкий спектр искусств и филологических специальностей. Однажды во время встречи я спросил Керима Леонидовича о том, что дал ему литературный институт. И вот хочу привести его ответ на этот вопрос. Мой интеллект и общий уровень культуры до поступления в литературный институт, можно сказать, были равны нулю. Когда я окончил, может быть, не столь глубоко, но тем не менее какое-то представление о мировой культуре у меня сложилось. Для пишущего человека это имеет огромное значение. Если я абазинский писатель, это никак не означает, что я должен ограничиваться традициями только своей литературы, что я не должен иметь иных культурных корней, иных ориентиров. Так я ничего не создам. И литература наша и шага не ступит вперед, если все мы начнем придерживаться такого мнения. В этом отношении трудно переоценить то, что дал мне литературный институт. Это бездонный кладезь. Таким образом, во время учебы в литературном институте произошел стремительный рост литературного поэтического мастерства Керима Мыхце. Он не только усвоил многие тонкости техники стихосложения, но благодаря углубленному изучению зарубежной литературы, русской литературы, живописи, театра, музыки, кинодраматургии и прочее, вот это способствовало формированию художественной личности, формированию поэтической личности Керима Мыхце. Нужно выделить и такой аспект. В литературном институте часто проводились встречи с известными писателями и поэтами того времени. Это происходило всегда и до Керима, и во время Керима, и после Керима. Так Керим лично принимал участие во встречах с писателями, с такими писателями, как Валентин Распутин, Василий Белов, Василий Шукшин и другими. Можно сказать о том, что когда Керим был на младших курсах литературного института, продолжал свое обучение в литературном институте и такой яркий представитель русской лирики второй половины XX века, как Николай Рубцов. Юрий Кузнецов, о котором уже тогда ходили легенды, был частым гостем общежития литературного института.
С Евгением Евтушенко Керим был знаком лично и бывал у него дома. И это тоже, вот эти встречи с писателями, естественно, шлифовали и формировали и культурный уровень Керима Махце, и его поэтическую душу. Но давайте вспомним здесь вот факт, о котором я уже говорил, что в 1971 году вышел второй сборник Керима Махце «Дороги и звезды». И это произошло как раз в то время, когда он учился на первом курсе. Тогда же в литературном институте Керим вступил в коммунистическую партию. И вследствие этого со второго курса он стал членом партийного комитета литературного института. Он принимал участие во всех заседаниях парткома института. Студент второго курса. Это, естественно, далеко не с каждым студентом литературного института происходило. Тогда же Керим являлся секретарем студенческой профсоюзной организации. Тоже пост довольно высокий, который Керим с честью нес во все годы обучения. Еще один аспект. В советское время летом студенты выезжали в студенческие отряды. По всей стране 2 месяца студенты работали на различных стройках. Литературный институт в этом плане отличался тем, что они не создавали строительные бригады, они создавали другие группы, которые выезжали в различные города и веси по всей стране и читали свои стихи, встречались с читателями и знакомили их со своим творчеством. И таким образом Керим объездил несколько городов Центральной России. Он был в Бурятии, он был у пограничников на Амуре. А на 3-м курсе в составе делегации во главе с известным писателем, романистом Юрием Бондаревым они посетили Германскую Демократическую Республику. Но эти факты тоже обогащают биографию, знания, даже географию нашей страны, которую Керим видел уже воочию. Это тоже своего рода богатство. Далее мне хотелось бы немножко остановиться на воспоминаниях друзей, которые учились одновременно с Керимом Махце и которые оставили, поделились своими впечатлениями о Кериме вот той студенческой поры. Так, например, известный нам всем ногайский писатель Иса Капаев, он, кстати, был однокурсником Керима в литературном институте. Так вот, Исе Керим запомнился тихим, скромным, застенчивым, но вызывающим к себе уважение человеком. Абхаз Рауф Ибжнов, Керим Абазин, Рауф Абхаз, и уже этот факт их сближал. Так вот, Рауф Ибжнов говорил о Кериме. Учился неплохо, но больше внимания уделял творчеству. Он оставлял впечатление настоящего поэта, зрелого творческого человека. Понять все тонкости я не мог, но суть все равно улавливал. Он часто читал стихи на абазинском и русском во время дружеских вечеринок, застолья. Читал задорно. Он от природы был талантливый человек, просто так ничего не писал. Он выделялся среди сокурсников, от него исходило тепло. Он был нестандартный, аккуратный, опрятный, выглаженный, выбритый. Вот посмотрите, обычно вот такие вещи замечают женщины. А вот здесь поэт со своим зорким взглядом отразил не только духовный строй Керима этого периода, не только его отношение к поэзии, но даже его внешний вид. Чистый, аккуратный, выбритый, выглаженный и так далее. Другой абхаз, Геннадий Аламия, с кем я тоже имел беседу, он говорил, я знал его стихи. Он великолепно читал,
необыкновенно. Он был притягательным. У нас был маленький институт, и было видно, кто к кому как относится. Вокруг Керима никогда не было пустоты. Единственный момент, когда его достать было нельзя, это время творчества. Запирался и писал. 13 марта 1975 года под руководством Александра Алексеевича Михайлова Керим защитил свою дипломную работу под названием «Когда проснутся белые акации». Защитил на отлично. А уже в июне, в 20-х числах июня 1975 года Керим получил диплом об окончании литературного института и вернулся домой на родину. Таким образом завершается начальный период жизни Керима Махце. И 1975 год обозначился еще следующим фактом. В тот год вышел коллективный сборник абазинских писателей под названием «Дорогой счастья». И в этот сборник вошло 73 стихотворения. Отдельным разделом вошло 73 стихотворения Керима под общим названием «Это земля». И сейчас, если мы сопоставим, даже на уровне количественных показателей, первый сборник Керима «Моя березка» включала в себя 41 стихотворение. Второй сборник «Дороги и звезды» включала в себя 55 стихотворений. А вот этот раздел в коллективном сборнике «Это земля» включала в себя 73 стихотворения. Если исходить даже из соображений количественного порядка, становится ясно, что 73 стихотворения могли собой обозначить отдельный сборник стихотворений Керима. Керим так и воспринимал. И третьей своей книгой он считал именно вот этот раздел в коллективном сборнике. И обобщая, можно сказать, что вот эти первые 3 сборника стихотворений Керима «Моя березка», «Дороги и звезды», «Это земля» представляют собой ранний ученический период творчества Керима Махце. Но и после того начинается уже другой период Керима Махце, взрослый, зрелый период его творчества, которое напрямую было связано с работой в редакции газеты «Коммунизм Алашара». Уже летом 1975 года, это год окончания литературного института Керимом, он был принят в штат редакции абазинской газеты. И работе в этой газете было отдано 24 года. Однажды во время очередной встречи с Керимом я поставил перед ним один вопрос. Работа в газете вредит или, наоборот, является полезной для пишущего творческого лица, для поэта? Хочу воспроизвести ответ Керима на данный вопрос. Он был очень однозначным и отчетливым. Вредит. Очень вредит. В этом нет никакого сомнения. С первых своих шагов в литературе и по настоящее время у меня никогда не было возможности заниматься исключительно только поэзией, не отвлекаясь на посторонние предметы. Случается, когда в порыве отчаяния я говорю про себя, хотя бы 2 года дали мне заниматься только поэзией, чтобы я ни о чем другом не думал, больше ни о чем не просил бы. Но в то же время то, чем я занимаюсь здесь на протяжении многих лет, мне кажется нужным. В этой нескладной жизни тот разговор, который ведет наша газета с народом, мне представляется важным и необходимым. Поэтому я здесь и нахожусь. И покуда эта необходимость будет существовать, я буду выполнять свою работу.
То есть я хочу подчеркнуть вот здесь осознанная, сознательная служба Керима на благо газеты, на благо своего народа. И он выполнял свои обязательства по отношению к газете добросовестно. О том же говорил другой товарищ и друг по Перу, черкесский писатель Юрий Шидов. Я воспроизведу его цитату. Керим Леонидович, с рождения наделенный душой лирика, все же не мог позволить себе жизнь свободного художника. Он, как творческий человек, работая в газете, полностью отдавался публицистике и исполнял свои обязанности с большой ответственностью. Керим дорожил службой, понимая, что национальная газета – это прямой путь к сердцам простых соплеменников. Мне кажется, вот основной нерв поведения Керима вот Юрию Шидову удалось схватить вот в этом высказывании. Другой карачаевский поэт Юсуф Сазаруков вспоминал Керима вот этого периода таким образом. Он сразу обратил на себя внимание тем, что серьезно воспринимал все. Как-то так получилось, что мы, не сговариваясь, относились к нему как к святому, как к идеалисту. К нему тянулись. Он умел быть собеседником. Он находил нужный тон в разговоре с любым человеком. Он понимал, что людей нужно воспринимать такими, какие они есть, и по возможности сглаживать шероховатости, и где можно обойти остроту. Ему это удавалось. Были случаи, когда он сатанел, взрывался. Для этого нужно было сказать что-то гадкое, низкое, неприемлемое для него. Касаясь вопроса от внутреннего духовного мира Керима Мхце, его друг и брат, на которого я уже неоднократно ссылался, Абдул Шинкао, говорил: искренне верил и служил коммунистической идеологии. Мог врезать, если при нем говорили анекдоты о Ленине. Не выносил хамства. Однажды один мужчина позволил себе непристойность в адрес девушки. Керим потребовал извинений. Тот стал корячиться. Керим так дал ему в челюсть, что тот с крыльца слетел. Как человек он был спокойный и уравновешенный, но в нужную минуту становился резким и решительным. Умел постоять и за себя, и за других. Черкесскому художнику Мухаммеду Хахандукову, иллюстрировавшему поэтические сборники Керима Мхце, автор запомнился так. Керим всегда высказывался мягко, был деликатен в споре, не настаивал, не навязывал своего мнения, но при этом всегда имел свой взгляд, свою позицию. Поэзия была его второй внутренней жизнью, недоступной никому. Вот таким представлялся Керим, и таким он остался в памяти его друзей, с которыми он проводил время и часы досуга. Возвращаясь к вопросу о работе в газете, нужно отметить, что, с одной стороны, для Керима, несомненно, это было благом. И это благо в первую очередь заключалось в том, что он ежедневно плечом к плечу соприкасался с классиками, которые работали в штате этой же редакции. Давайте вспомним. Это Пасарби Цеков, это Кали Джигутанов, это Бемурза Тхайцухов, это Шахимби Физиков и другие. И находясь вот в этом кругу, ощущая вот эту творческую атмосферу работы со словом, отношение к слову старших товарищей, которое продолжалось не только в рабочее время, но зачастую и после рабочего времени, когда они оставались, играли в шахматы, балагурили, вспоминали и так далее, это все тоже сказывалось на формировании поэтической личности, поэтической культуры Керима Мхце. Но с другой стороны, 5 дней в неделю отдавать газетной работе, по заданию редакции писать статьи, корреспонденции, очерки, а на поэзию времени, его главное призвание, времени не оставалось. И не порой, а зачастую
Вот свои лирические замыслы Кериму приходилось реализовывать уже ночью, забирая время у сна. Часто бывало так, что он спал по ночам всего по 4-5 часов. И впоследствии это приняло постоянный характер. И естественно, что это подрывало здоровье поэта. И пагубно сказывалось на его здоровье. И в таких условиях были созданы главные книги его творчества. Именно те книги, которые сегодня создает лицо поэта Керима Мхце. Это «В одном мире», которое было издано в 1979 году. Это «Рассветные цветы» 1983 года. Это «Вначале была любовь» 1987 год. И «Вершина творчества» самого Керима. И вершина творчества всей абазинской поэзии «В миг полулета, полуосени», изданный в 1994 году. Но и здесь мне снова хотелось бы вернуться к духовному облику Керима Мхце, каким он воспринимался современником, друзьям, товарищам, коллегам по перу. Мне кажется, это восполняет его портрет творчески. Юсуф Сазаруков, которого я уже приводил, он говорил об абазинском поэте. Керим был метеоритного происхождения. И потом уточнял, в смысле не от мира сего. То есть при всем том, что он, казалось бы, обычный, нормальный человек, как и все, он выделялся даже среди людей творческих. Напоминаю, что Юсуф Сазаруков был карачаевским поэтом. И Керим действительно обладал качествами, которые его выделяли среди современников не только как творческое лицо, но и как личность. 1 декабря 1997 года я тогда работал в Ставропольском государственном университете на филологическом факультете, и я пригласил Керима для встречи со студентами. И тогда он произнес одну фразу, которую я тогда же и записал. «Я ощущаю в себе природную потребность сострадать людям». Мне кажется, это очень важное качество. Я повторю еще раз. Я ощущаю в себе природную потребность сострадать людям. Через 1,5 месяца уже в Черкесске во время очередной встречи Керим почти то же самое проговорил мне. Я обладаю гипертрофированной болезненной жалостью. Это факт его биографии, это факт его личности. Свои воспоминания о Кериме Юрий Шидов открывал таким образом. Хорошо помню наше знакомство. Тогда я невольно отметил про себя, что его звучное и краткое, как росчерк молнии, имя Керим так ладно рифмуется с пронзительным словом «раним». Узнав его поближе, а со временем и вникнув в глубинную суть его стихотворных строк, я поразился этому удивительному соответствию. Но ранимость поэта определялась не обыденным понятием, а его душевным строем, как у чувствительной скрипки. Сердце Керима отзывалось прежде всего на боль не собственную, а ту, что витало рядом. Мне хотелось бы, чтобы читатели тоже обратили внимание на этот факт. Керим ощущал чаще всего не столько собственную боль, как боль тех, кто находился рядом. Многие люди отмечали в Кериме одну и ту же черту. Приведу несколько вот таких указаний. Марьяна Шинкало чересчур мягким был. Лёля Ионова был очень мягок, очень. Хадиль Надхов по жизни был очень нежным человеком. Мухаммед Хахандуков очень мягким был человеком, но при этом обладал крепким внутренним стержнем. Мухаммед Шибзухов – одноклассник, друг и брат Керима. Он раскрывал другую черту Керима.
Не было в нем никакого стремления к материальным благам, корыстных целей, урвать, приобрести. Никогда никого за себя не просил. Юсуф Сазаруков. У него было много знакомых, но никаких связей прагматического характера. Он был человеком без блата, без полезных связей. Честность и порядочность Керима также отмечалась многими его друзьями и близкими. Снова Марьяна Шинкава. Слишком прямолинейный, честный, не умел угождать. Абдул Шинкава. Всегда говорил правду, даже если за это могли убить. Юрий Шидов. Керим был во многом наивным и до кристальной чистоты безгранично честным человеком. Но вы должны понимать, что эти люди давали свои отзывы не согласованно друг с другом, они не повторяли друг друга. Каждый говорил о своем впечатлении, о том, как он воспринимал и какие черты Керима он улавливал. Как нечто органичное, свойственные были Кериму деликатность, предупредительность, корректность. И здесь я сошлюсь на мнение другого человека, чеченца Вахида Итаева, который 1 год прожил с Керимом в одной комнате в общежитии литературного института. Цитирую. «Интеллигентность шла от его внутренних миров. Она не была натянута им на себя искусственно». Это тоже органичное природное свойство Керима – быть интеллигентным человеком. Еще одна внутренняя черта поэта выделена Чимовой Софьей Мухарбиевной. Цитирую. «Чувство собственного достоинства в Кериме было развито очень сильно, со школьных лет и до конца жизни. Он никогда ни перед кем не опустил головы, не согнул колен». Кто хорошо знает творчество Керима МХЦ, тот понимает и осознает, что вот это качество нашло отражение и в его программном стихотворении «Земля, на которой я родился», где он произнес строчку «Нчак и пахге ска киносмаркот». Ни перед одним божеством не склонил головы. Юрий Шидов отмечал в Кериме черты, характеризовавшие его как творческое лицо. Цитирую. «Для Керима мир не очерчивался резкими границами. Он был способен видеть, слышать и ощущать его полутона. Я уверен, все, кто хорошо знал Керима МХЦ как гражданина и поэта, отмечали главную черту его характера – обостренные чувства сыновней нежности к истории и судьбе Абазин. Он возродил в душе народа память об отчим крае, назвав его в своих бессмертных стихах Абазинией. Тем самым Керим стал одним из тех, кто всколыхнул в сознании абазин священные чувства патриотизма, самоуважения, гордости за славные деяния своих достойных пращуров. Здесь заканчивается цитата Юрия Шидова. Очень болезненно воспринял Керим произошедшие общественно-политические перемены 1990-х годов, когда страна в своем развитии перешла с социалистического на капиталистический путь. Когда все идеалы, которым он искренне служил на протяжении всей своей жизни, подверглись поруганию и оплевыванию. Помимо того, он испытал большое разочарование. Он усомнился в востребованности собственной поэзии. Это не вымысел, не домысел, и это исходит из признания самого Керима. В радиопередаче «Мое сердце останется вместо меня», которая прозвучала в эфире в 1993 году. Привожу его высказывание. «Нередко я убеждался в том, что мои занятия литературой, то, ради чего явился я на свет, в моих глазах теряло смысл. Я осознавал, ни страна, ни общество, ни один представитель моего народа не нуждается в моей поэзии». Огромной болью в душе Керима отозвались и Чеченская война, и война в Абхазии в 1992-1993 годах. Известно, что Керим посвятил чеченской тематике 2 стихотворения на русском языке. Он явился
автором 25 корреспонденций, статей и очерков об Абхазской войне. Он стал также автором цикла стихотворений «Абхазская тетрадь». И здесь же давайте укажем на то, что он дважды побывал и подолгу в воюющей стране Абхазии. 1999 год омрачился тем, что поэт ушел из редакции газеты, которой было отдано, как говорилось об этом выше, 24 года. И он фактически остался без средств к существованию. И это, естественно, отравляло его жизнь, наводило на печальные мысли. Именно тогда, в последние месяцы жизни, Керим написал стихотворение, которое было названо стихотворение на абазинском языке, и было названо «Бзила», то есть «До свидания». И было похоже на то, что он прощался со своим читателем. И мне кажется, вот это стихотворение иллюстрирует хорошо его душевное состояние последних месяцев его жизни. Оно пронзительное, абсолютно на абазинском языке, но и перевод этого стихотворения на русский язык известного московского поэта Андрея Галамаги, мне кажется, достаточно удачным, и мне хотелось бы здесь воспроизвести данное стихотворение. Вот и я погостил в этом мире чудесном. Пусть он к ночи остыл, я сложил свою песню. Жизнь стрелой пролетит, а куда — неизвестно, но не надо молитв. Я сложил свою песню. Я чужого не брал, жил по совести, честно. Хоть я не идеал, я сложил свою песню. Мой печальный народ, ты прости меня, если твой не сбылся расчет. Я сложил свою песню. И не жаль, что пора стать мне пылью небесной. В мире зла и добра я сложил свою песню. И именно в этот момент, вот пребывая вот в таком состоянии, в таком настроении, родилась идея провести творческий вечер Керима Махце. Эта идея родилась раньше, в канун 50-летнего юбилея Керима Махце, но тогда сложилась в нашей республике ситуация очень нервозная. Нервозная — это еще мягко сказано, и было не до поэзии и не до чествований. И поэтому идея какое-то время лежала под спудом, и вот в начале 2000 года она снова вышла на поверхность. Инициаторами этой идеи явились Умар Кишмахов и Эдварда Озов и другие люди, но главными двигателями этой идеи были именно они. Началась подготовка, намечалась дата проведения, и по мере приближения к этой дате становилось понятно, что не успевают, не все готово. И снова приходилось переносить дату на более поздние сроки. И очередной такой датой явилась 17 марта 2001 года. Снова шла определенная организационная работа по подготовке вечера, и снова становилось ясно, что и к 17 марта организаторы и инициаторы не успевают подготовить все должным образом. И тогда Умар Кишмахов подошел к Кериму и сказал: ну что такое 17 марта? Ни туда, ни сюда. Давай проведем твой вечер 5 мая, в день твоего рождения. Это будет символично. И тогда Керим сказал очень просто: если хотите провести, проводите 17-го. До своего дня рождения я могу не дожить. Ну, естественно, никто не поверил в то, что проговорил Керим.
Но было видно, что давить на поэта не нужно, а нужно постараться все-таки сделать все, что возможно к 17 марта. И этот вечер состоялся в областном драматическом театре, большом, забитом до отказа. И зал был забит не только сам зал, но и балкон. Людей было столько, что люди стояли вдоль стен по одной и по другую сторону. Я был на этом вечере, я помню все очень хорошо. Вечер, который открылся чтением Кирима, своего знаменитого стихотворения «Абазиния». Вечер, на котором прозвучало много выступлений, которые перемежались танцами и песнями. Вечер, полный поздравлений, подарков, цветов, нескончаемых объятий. Это был праздник. Праздник не только лично для Кирима, это был своеобразный праздник единения абазинского народа. Честное слово, я эту мысль, главную мысль, вынес из этого вечера. Сегодня, возвращаясь к этому вечеру, хочется в пояс поклониться тем людям, которые приняли участие в создании и проведении этого вечера. Ну и как главные лица Кишмахову Умару и Эдуарда Озову. Спасибо им огромное за то, что они позволили увидеть хотя бы под конец жизни Кириму, что он ошибался, когда он сомневался в востребованности самой поэзии. Он наглядно увидел, как абазинский народ относится к нему, как к человеку и как к поэту. И отношение абазинского народа к его поэзии он увидел воочию. Я не знаю ничего другого мероприятия, которое абазины сделали бы, провели бы столь современно, столь своевременно, как вот этот вечер поэзии Кирима Махце. Кирим умер 12 апреля 2001 года. Действительно, не дожив до своего дня рождения 3 недели. Можно подумать, случайное совпадение, но сказал так, и получилось так, независимо друг от друга. Но мне кажется, что знать он не знал. Такое знать, наверное, невозможно, но он чувствовал. Он предчувствовал. И это сбылось. Касаясь вот этого момента трагического, мне хотелось бы остановиться на 2 деталях, даже больше. О смерти Кирима я узнал в Ставрополе на кафедре литературы, где я тогда работал. На следующий день я должен был в 3 группах филологического факультета проводить занятия по курсу «Литература народов Северного Кавказа». И это покажется невероятным, и зрители могут подумать, что я специально что-то подтасовал, чтобы как-то приукрасить действительность. Нет, абсолютно. На следующий день, 13 апреля, это день похорон Кирима, у меня по плану должна была идти тема «Абазинская литература. Творчество Микаэля Чикатуева и Кирима Махце». Но я уже эти занятия не провел, за меня их проводила профессор Егорова Людмила Петровна. А я вместе с делегацией абазин из города Ставрополя приехал в Черкесск, где проходил траурный митинг по поводу кончины Кирима Махце. И потом из Черкесска мы поехали в аул Новокувинск на кладбище, где состоялись похороны. И здесь вот снова деталь. Деталь абсолютно невыдуманная, она состоялась фактически. Когда тело Кирима было предано земле,
и мулла читал заключительную молитву, вдруг до моего слуха дошло пение двух птиц. Там возле ограды росли белые акации. Они и сейчас растут там. И именно от этих белых акаций раздалось пение двух птиц. Это не просто обычное пение. Это было яркое, вот задорное, заливистое пение. Мне все время хотелось поднять голову и посмотреть, что это за птицы. Но молитва есть молитва. Я подумал, закончится молитва, я тогда посмотрю. Но когда закончилась молитва, я поднял голову, птиц уже не было. Они улетели. Я почему вспомнил об этом? Дело в том, что в поэзии Керима Мхце образ птиц несет определенный смысл. Тот смысл, именно образ птиц выступает и олицетворяет собой связующую нить поэта, его творческого наследия с Родиной и с его читателем. Наиболее определенно вот эта мысль выражена в строках Сарастинского изнымко апсахушт арыла, сасанукхамги адгел, ават апсалушт. Мои птицы сюда прилетят еще не однажды. Даже после того, как не станет меня, они будут сюда прилетать. Кажется, что птицы как будто услышали о той высокой миссии, которую Керим избрал для них. И уже в день похорон поэта они приступили к своей обязанности. И еще один момент. В день похорон шли дожди, не кратковременные. Они начинались, переставали, стихали, потом заново начинались. И так почти весь день. Опять же, почему я заговорил об этом дожде? Казалось бы, какая там уже разница? Были дожди, не было дождей. Но поразительная вещь. Уже летом, когда сформировалась группа абазинской интеллигенции, которая решила к первой годовщине смерти Керима Мхце выпустить сборники его произведений, мне было поручено как раз составить материал, который должен был войти в этот трехтомник. И было решено, что туда войдут не только стихи, помещенные самим Керимом в его поэтические книги, но и те, которые были опубликованы в газетах, но не вошли в книги, а также те произведения Керима, которые остались в рукописи и которые не видели еще ни страниц газеты, ни книжных страниц. И по просьбе Аси Джердисовой, дочь Керима Олеся, передала нам папку с его рукописями. И мы стали их изучать. И вот на одном листке я обнаружил набросок, черновой набросок 3 стихотворных строк. Они не имели ни начала, ни конца. И звучали они так. Шара саншулцхо адгил ауака, заджги симджурги ака саджувашт, сабзи избун анцаралаги ака. Когда уйду от вас я, жители земли, даже если никто по мне не заплачет, меня оплачет дождь. Всю жизнь я дождь любил. Поразительно. Вот и вот это поэтическое его пророчество тоже сбылось. В мае 1999 года, в канун своего 50-летия, в газете «Курьер» Керим Мхце опубликовал подборку своих стихотворений и предварил их небольшим вступлением. Человек, покуда он жив, излучает тепло.
Таким моим излучением является моя поэзия. И если она хоть немного согрела чью-нибудь затерявшуюся в этом холодном мире душу, значит, я и вправду жил. Стихи Керима по-прежнему излучают тепло, удостоверяя каждого, что он не только и вправду жил, но продолжает жить в своих книгах и в сердцах своих читателей. Спасибо за внимание.